Республика Башкортостан, город Уфа, глазной центр Эрнста Мулдашева, Алаплант. Мы находимся в центре глазной и пластической хирургии, город Уфа. С разрешения руководителя Кадыров Радик Завилович мы сегодня вам покажем, что такое центр, как он устроен и для чего он существует. Состоит из 3 корпусов. Первый был построен еще в прошлом тысячелетии. В последнем этаже вот здесь апартаменты генерального директора на то время Мулдашева. А в той части последнего этажа старая операционная, расположены палаты, лаборатория, детское отделение. Здесь соблюдаются все меры противоковидной безопасности. Охрана смотрит за тем, чтобы люди одевали бахилы, обрабатывали руки, стоит рамка на входе. Также здесь находится гардероб для посетителей и ресепшн, в котором находится вся база данных поступаемых пациентов, которая распределяется потом по отделениям. Здесь очень удобно, современно, и все напоминает по интерьеру, что это очень передовая, мощная глазная клиника, которая находится в городе Уфа. Главный вход, один конференц-зал, переход из старого корпуса в конференц-зал. И третий, в дальней части расположен новая операционная, старая теперь закрыта. В нижней части приемный покой, на втором этаже диагностический центр. Как сделана эта клиника? Вот даже сейчас идет уборка. Я думаю, очень приятно сотруднику убирать. Смотрите, полы, их сделаны из мрамора. Смотрите, стены, они сделаны из мрамора. Клиника светлая, материалы прочные, сделано надежно и надолго, качественно, очень эффектно и выглядит дорого. Соответственно, я уверен всем медицинским нормативам. Светло, качественно и надежно. В этой чудесной, безусловно, обители очень приятно находиться, и не ощущаешь ее как больницу, а как некий клуб. Пациенты очень дружные, и персонал обходителен и любезен. 3 года назад, рассказывает девушка, она страдала гайморитом. И врачи, которые делали ей операцию, похоже, занесли инфекцию. В результате она в один миг почти полностью потеряла зрение. Я вообще не могла ничего читать. У меня было просто такое, что это были оттенки, какие-то тени, блики, то есть не более того. В одной из передовых московских клиник девушке поставили диагноз – атрофия зрительного нерва. Предлагали сделать лазерную коррекцию, которая в лучшем случае дала бы улучшение зрения на 2%. Тогда родители Лизы обратились в Центр глазной и пластической хирургии в Уфе. Сделали первую операцию. Улучшение зрения наступило буквально через несколько месяцев. Я ехала в машине домой со школы, и я посмотрела на звездное небо и наконец-то увидела звезды, когда уже подъезжала к дому. Операция проводилась по технологии Алаплант. По сути, за один раз ей провели целых 5 операций. Мы подвели кровеносные сосуды к зрительному нерву, чтобы умирающий зрительный нерв питался. Второе, мы поставили отсосы. Вот там, когда идет воспаление, то возникает отек, эксудат, который сдавливает зрительный нерв. И вот эти отсосы, по ним уходит вот это сдавливающее патологическое вещество. Спустя 3 операции зрение на левом глазу поднялось до 100%, на правом до 30%. Теперь девушке приходится ездить в клинику каждые 4 месяца, чтобы делать поддерживающие инъекции Алапланта. Именно благодаря Лизе в клинике смогли поставить такие вмешательства на поток, говорит Эрнст Мулдашев. На память он подарил ей 2 свои книги. Это 2 последние, которых у меня нету в коллекции. Все остальные книги дома у меня стоят на полке. И все перечитаны и прочитаны. Эрнст Ревгатович верит, правый глаз тоже удастся вылечить полностью. Тогда Лизе уже не придется регулярно приезжать сюда, и она сможет поступить в Харбинский университет науки и технологий в Китае. Она уже даже начала составлять резюме. Здесь находится еще одно отделение. Запись на прием. Все, что касаемо головы, лора, головы и шеи. Так что очень удобно, все в одном центре. Пойдем дальше. Сейчас мы находимся на этаже детской диагностики и физиотерапии. Вот посмотрите, в коридоре здесь сидят люди, взрослые, вместе с детьми, которые проходят процедуры. Очень удобно, комфортно и
находимся в центре клиники, это отдел морфологии. Доступ нам сюда, конечно, запрещен, но за этими дверями делают тот самый препарат Аллоплан, благодаря которому центр проводит все плановые лечения жителям Российской Федерации в целом нашего большого мира. Здесь, можно сказать, голова этого центра, операционный блок. За вот этими стеклянными дверями около 10 операционных, где профессиональные медики, используя препарат Аллоплан, оказывают конкретную помощь пациентам в излечении глаз. Зрение улучшают здесь. Мощно. Это история сильного духом человека с диагнозом врожденная глаукома. Он считался безнадежным больным. Через 2 месяца мальчик ослепнет. Давали прогноз офтальмологи европейских клиник. И добрый Царистич из Праги вместе с родителями стал искать выход из темноты. Случайная статья в газете о профессоре из Уфы, который возвращает зрение, заставила купить билет в далекую Россию. 2 удачные операции, и Аллоплан стал паролем выживания. Не всегда в жизни, получается, второй шанс дается. Но когда его есть, то замечательно. Уже 13 лет добрый Царистич – пациент профессора Мулдашева. Мальчик вырос, стал пианистом, учится в консерватории. Приехал на плановую операцию в Уфу и привез с собой подарок – символику герба Всероссийского центра «Аллоплан». В свои 93 она говорит и стихами, и прозой. Екатерина Адольфовна Адамовская всю жизнь преподавала русский язык и литературу. Атрофия зрительных нервов стала искажать окружающий мир. За надеждой к Мулдашеву она приехала из Израиля, страны, медицина которой считается едва ли не лучшей в мире. И когда я начала понимать, что я теряю зрение, и мир тусклеет, я скоро, может быть, не смогу его рассмотреть, я начала искать человека, который собирал всю жизнь и посвятил всему эти солнечные кусочки. И потом дарил их людям. Он каждый день смотрит людям в глаза, проводит осмотры, курсы интенсивной терапии и делает уколы Аллопланта. При помощи биоматериала возвращает к жизни даже самые безнадежные глаза. Оперирует в основном интуицией. Говорит, через руки проходит энергия. Результат – прозревающие люди. Они все понимают, что они только из-за технологии Аллоплант не ослепли. Это хирургия последней надежды, и она все-таки успешна. Сегодня у профессора большой операционный день. Пациенты из 4 зарубежных стран – Веслова, Ярошевича из Польши – тоже отказались лечить другие медицинские центры. Из последней надежды доктор технических наук приехал в Уфу. У меня надежда на 100%, потому что я попадаю в руки очень знаменитого профессора. Потому совсем не боюсь, очень хорошо чувствую себя. Сейчас в центре разработано 96 видов аллопланта. При помощи этого биоматериала проведено свыше 1,5 миллиона операций. Что такое аллоплант? Аллоплант, вообще-то это слово переводится как «чужой саженец». То есть на греческом языке слово «алло» – это «чужой», а плант с английского языка «саженец». Получается «чужой саженец». Мы готовим аллопланты. Их много видов, 96 видов мы их производим. Применение аллопланта – это, по сути дела, стимуляция регенерации. А регенерация переводится как рост. Это стимуляция роста человеческих тканей. Вот мы ввели аллоплант. Или путем операции. Вот, например, вот этот вот кусочек аллопланта, вот он сделан для реваскуляризации зрительного нерва. То есть, если гибнет зрительный нерв человека, расположенный с той стороны глаза, то мы подводим этот аллоплант к зрительному нерву изнутри глаза. На его месте растут кровеносные сосуды, дают питание зрительному нерву, и с новым питанием зрительный нерв начинает оживать, и человек не слепнет. Вот другой кусок, а это кусочек аллопланта, выполняет другую функцию и все прочее.
У нас есть множество вот таких вот порошкообразных видов аллоплантов, которые мы растворяем в виде суспензии и вводим уже с помощью иглы. Людям это помогает. И людская молва говорит о том, что в России впервые в мире научились выращивать человеческие ткани. Вопрос: можно ли купить аллоплант в аптеке? Ответ прямой: нельзя. Потому что технология аллоплант – это чрезвычайно сложная технология. Это высочайший уровень хирургии. И если кто-то будет покупать в аптеке или кто-то просто так будет оперировать с аллоплантом или вводить его, это будет нонсенс. Только те врачи, которые прошли обучение у нас, а именно хирурги высочайшего уровня, и которые получили сертификат, могут использовать аллоплант. Аллоплант сейчас используют 596 клиник России. Не говоря уж о том, что это все распространяется на больных всего мира. Это очень большое количество. Я могу сказать, что наша российская хирургия – это рукоделие. Это русская школа хирургии, это рукоделие. Русские хирурги, они сильнее всех хирургов в мире. Я объездил как хирург 53 страны мира и могу сказать, что наша хирургия очень высока. И дай-то Бог не уронить ее уровень. И чтобы наши российские руки работали так же, как и работали доселе. Есть варианты для того, чтобы в республике Саха-Якутия, в городе Якутске, открылся филиал и как будут проходить лечение и операции? Ну, во-первых, надо сказать, что я не совсем руководитель, я заместитель директора по клинической работе, который проводит это. Значит, я думаю, что тут в данном случае существует два варианта решения этого вопроса. Первый вариант – это, значит, сделать, как вы говорите, филиал в городе Якутске. Туда будут приезжать наши бригады с обучением местных врачей. И второй вариант, более упрощенный вариант, это если местные офтальмологи приедут к нам на учебу, мы их обучим нашим методикам, нашим технологиям, и они потом могут спокойно применять у себя в Якутске эту методику. Естественно, закупать аллоплант тоже можно, никаких сложностей нет. Высылают свою заявку и оплачивается, и мы высылаем за аллоплант в город Якутск, офтальмологам, которые прошли обучение наших технологий.